Валерий Батькович, давай принимать стратегическое решение. Озера абсолютно от берега до берега белые, то бишь они подо льдом. Половодье небольшое было и быстротечное. Поднялось, опускается сильно. Ловить нельзя. Утки то ли обратно в Сочи вернулись, то ли на Северный полюс улетели. А у нас вообще ни одной утки нету. Морозы все без передыху по ночам. До -8, вон, это самое. Сегодня -6 было. Сегодня по республиканскому радио передали, что 2 дня еще холодных будут, с морозами. Нафиг нам такая весновка? Поехали домой. Поехали. А, кстати сказать, вода сейчас падает сильно. Получается, что если тепло будет, лед на озерах будет таять на месте. Теплая вода с реки уже растапливать этот лед не будет. Она может там до сентября таять будет, я же не знаю. Завтра, короче, ту сетку, как черт меня дернул сегодня туда кинуть одну. Хорошо одну. Забираем и кедрине в Ворши такую весновку. Едем. Но с другой стороны, нельзя сказать, что пустые. 2 хвоста. Во всяком случае, этот у нас поход не весенний, а зимний получился. Ну, на рыбалку вернемся. На рыбалку, да. Все время же во льду не будут озера. А охота уже все. Я представляю, как я домой приеду, сколько уток. У меня рюкзак, я туда утку заверну, там плащ, тыры-пыры, одежды дофига. Я говорю, сколько уток? Целый рюкзак. И вообще, мяса много вредно. Талия пропадает. Сейчас я эти сетки подыму. Если бы ты не поставил сегодня, можно было и завтра махнуть. Ну, поедем послезавтра, делом-то. Ладно, поехал сетки брать. Вообще-то странная у нас в этом году весновка. Без лыж ходить негде было, все в снегу. И до сих пор в снегу. Ой, только на лыжах и ходили. Нифига, как вода упала. Она хоть осталась? Ну что, поехали. О, ехать не хочет. Блин, что-то корень там так обмельчало, что в корни стало упираться. Стоять. Болото практически высохло. Какая тут рыба будет? Если и поднималась, то уже вниз скатилась наоборот. Нифига. Куда от меня забило? Ой, воды нету. Где я сетку ставил? Ну что, если воды по щиколотку, собираем пешком. Так, не уплывать. Одна трава. По воде поздновато кинул. Но все дело в том, что вода-то ледяная была, блин. Что рыбе тут делать? Ну и ладно. Не всегда коту масленица. Ну, одна трава. Ну что ж, бывает, что ж. Бывает и похуже. Ну, кажется, здесь пусто. Игрушка как танки. Соленая селедка с магазина. Под пиво. Тоже первый сорт. Так, ведь я не проехал, пока нет. Коряга выскочила, вода упала. Ну, объедем, чё ж, мы не гордые. Уже приехали. Ну что, Валерий Батькович, алкоголь нам не светит? Ничего не попало? А ты унесешь или? Унесу. Только почистить.
В березе там столько сухих веток, у лиственницы все похуже, а береза терпимо. Да, в холодную воду, реально, все там такую ледяную, не то холодную, не то что холодную, а ледяную воду. Что на мелководье делать рыбе? Жить, водяной житель, как-никак. Сырая попала, да? Ну, на ночь надо нагреть избу. Спать долго. Ну, долго, в смысле, до утра. Обязательствами недвусмысленно становятся соучастниками террористической деятельности украинской. Ну, процесс пошел. Сейчас будет тепло. Ну, сегодня не так холодно, где-то -4. Уже по радио передавали, что в Средней России снега уже там по шею. А у нас только сегодня снег пошел. Надо же. И снег-то приличный. Вот завтра все белым-бело будет. Вот оно у нас, 9 мая, 3 утра. Метель так и не прекращалась. Очень все грустно и печально. Холодно, как будто зима обратно вернулась. По-моему, давненько такого не было. Гуси сидят, они даже там не отлетают никуда там. Гагакают себе на том краю. 9 мая. Одиночка пролетел. Я его хорошо задел, но я не знаю, где-то метров 300-то точно протянул. И грохнулся. Это самая интересная часть охоты. И найти. Снега навалило, как будто глубокая осень. Последние дни досиживаем. Вчера хоть ветер еще сильнее был. Сегодня потише. Надеемся, прекратится хотя бы к концу дня. Да, за ночь наваляло снега полные штаны. Это о чем говорит? Придется в вызов пойти. Черт меня дернул. Сетку кинуть одну. Что там попало в ленту, что попало? Ну да ладно, оставлять все равно нельзя. Так, ладно. Пошел. Сергей, а медрот взял? А, на всякий пожарный. Ну давай. Что-то у меня были, конечно, глубокие сомнения, что что-то попадет. Мы оптимисты. Да. Но с другой стороны, хрен его знает. Порядок есть порядок, нельзя без ведра. Ну, на утро 10 сантиметров, Валерий. Нифига себе. Шуточки. Снежок такой выпал. Да, реально, с такой погодой, которая еще обещают несколько дней, нафиг такая весновка. Едем домой завтра. Завтра отъезжаем, поэтому Валерий Батькович у нас, пока я хожу, сетку подбираю, ощиплет наших двух драгоценных уток, 2 утки. Ну, избушка пока, мы пошли. О, свежатина. Свежий снег. Так, ну что, начался старый снег. То есть ноги стали проваливаться. Ну, пошли свежую дорогу пробивать. Сосновый бор залепило снегом. Интересный видок, что свежий снег бугорки сглаживает. Поэтому уклоны там всякие не вижу. Ну, не падать. Ой. Так, идем дальше. Весновка, мать ее. Классно. В октябре, что приезжали, теплее было и снега меньше. Так, что-то не то. Тут я ковыряться начал. Нифига себе. О, нифига себе! Японский городовой. Да, однако. Вроде пошел -4. Это что,
с Атлантического океана теплый снег привалил. Ну, идти будет не совсем комфортно по такому снегу. Ну, будем приспосабливаться. Прилипает к лужам. Думаю, что я ковыряться начал. Так, легкая прогулка превращается в не очень, не особо легкую. Ну, хотя бы так. Ух ты! И вторая такая же. Ну, чему в судьбе предрешено, того не миновать. Дойдем. Хуп! Опять. О, какой он. Снег-то прилипчивый. Да, ладно, приспособимся. Ходьба на таких лыжах, честно сказать, меня в пот вогнала. Ну, значит, так и будем ходить. Главное по жизни не плакаться, и все будет преодолимо. Вся эта мелочь жизни. Ну, делаем чики-брики. Ух, редиска. И 15 минут, 15 секунд наслаждаемся ходьбой. Во. Во. Шик-модерн. А что за шиворот немножко снега насыпало, даже ничего. Нормально. Шею мыть не надо. Ну что, заходим в местность, где веток со снегом побольше. Так, в ружье не сыпаться. Не сыпаться в ружье. Ну хотя бы так. Ай ты, блин. Хорошо. Ручей небольшой. По льду проскользнулся.